Я год работала в агентстве по СМИ замом руководителя, поэтому работу, в общем-то, телеканала я уже знала. В основном это были проблемы финансовые и обеспечение, то есть создание условий работникам этого предприятия. Коллектив был состоявшимся, то есть костяк был хороший, работали успешно, рейтинг канала был тоже хороший. Необходимо было создать условия, которые были, естественно, можно сказать, никакие. Телеканал находился в телецентре, на федеральных площадях, размещался в 3 зданиях. Для записи в павильоне, который был всего лишь 30 квадратных метров, необходимо было бегать с одного здания в другое. Во-вторых, телеканал создавался в 2000 году, оборудование было все устаревшее. Ну и нужно было сделать небольшую поправочку в финансах, то есть найти собственные резервы для того, чтобы внести какие-то коррективы в экономику предприятия. Мы возвратили рекламную службу, это, значит, источник финансирования, который у нас стал поступать ежедневно. Мы переехали. Сейчас создали здесь, значит, все условия для работников, 2 этажа у нас, и павильон 300 квадратных метров. То есть все, кто к нам приходил, все видели, что это здорово. Практически каждый сезон, да и не только, в межсезонье вводим какие-то новые программы. От чего это зависит? То есть мы проводим рейтинг, опросы, спрашиваем людей, что им нравится, что не нравится, потому что ведь мы работаем на телезрителя, и нам очень важно, чтобы мы нравились телезрителю, то есть те программы, которые мы создаем, чтобы они нравились. Например, на коми-языке мы только что сделали 2 программы «Ми» и «Юрган», то есть это молодые наши ребята на коми-языке ведут программу. Если не смотрели, посмотрите обязательно, она очень интересная. Вот сейчас, например, к дню рождения Лермонтова шли ролики, где читали стихи из разных городов, телекомпаний из разных городов нашей необъятной России. В том числе были и там и мы. В республике конкурентом телеканала «Юрган» нет. Потому что когда-то, может быть, коми-горы были на высоком уровне, а сейчас там очень мало времени им выделяется. Специалисты, я ничего не могу сказать, там действительно хорошие, они же не могут быть плохими, если они работают там всю жизнь. Но все дело в том, что им выделяют очень мало времени федералы, и они не могут раскрыться в полной степени так, как мы, потому что мы вещаем 20 часов в сутки, мы можем делать любой каприз нашего заказчика, мы акционерное общество, поэтому у нас больше возможностей. А когда есть возможности, тогда есть и где развернуться. Общественная палата должна заниматься теми вопросами, особенно комиссия, вот, в которую я буду возглавлять, которые необходимо решать для жителей всей республики, а не индивидуально там, для какого-то одного человека. Конечно, это тоже важно, но если это общественная палата Республики Коми, она должна решать более проблемные вопросы. К таким у нас вот проблемным, я считаю, что относятся это дороги, вы видите, что у нас, это у нас транспорт, это у нас строительство. То есть, естественно, 12 числа будет заседание комиссии, мы будем это рассматривать, но мы не будем набирать массу вопросов, чтобы их потом не решить. Что касаемо мелких вопросов, которые тоже нужно решать, ведь при каждом муниципалитете создан общественный совет муниципалитета. То есть те вопросы, которые возникают на уровне муниципалитета, должен решать этот общественный совет. Естественно, взаимодействие с общественной палатой республики. А чтобы общественному совету на местах решать, то есть в муниципалитетах эти вопросы более быстро, качественно, он должен всесторонне задействовать активистов в селах, деревнях, поселках, то есть там, где находится этот муниципалитет. 12 числа будет заседание комиссии. Может, действительно у нас проблемы на дорогах, и будет создана рабочая группа, общественный дорожный надзор. Зачем она нужна? Затем, чтобы контроль осуществлять за качеством строительства, содержания, ремонтов дорог, смотреть, кто как это делает, начиная, опять же говорю, с мест, делать
какие-то замечания, поправки, что нужно сделать для того, чтобы эти дороги-то у нас были хорошими. Денег ведь выделяется достаточно. А если выделяется денежных средств достаточно, то значит где-то есть проблема. И вот эту проблему нужно решать. Решать всем вместе. Вот я думаю, что эта комиссия, в смысле, эта рабочая группа должна работать. А назначить туда меня или еще кого-то, скорее всего, меня, потому что у меня в этом все-таки есть опыт. Ну, в сутках 24 часа. Поэтому нужно просто правильно распределять свое время. В рабочее время нужно работать, в нерабочее время надо заниматься общественными делами и семьей. Ну, семья у меня большая, у меня 5 внуков, 2 детей, муж. Так что в полном составе. Все они мне помогают, я их люблю, они меня любят. А это помогает жить и работать.